Давайте начнем. Кто меня не знает, меня зовут Ирсана Магомадова, я бриллиантовый директор компании в открытой квалификации старшего бриллиантового директора. И сегодня я хочу для вас раскрыть очень важную тему, это сопровождение новичка, сопровождение команды. Когда мы приходим в этот бизнес, наши спонсоры начинают сопровождать нас, да? Но мы тоже становимся спонсорами для своей команды, для своих новичков. Чем быстрее мы становимся спонсорами, тем быстрее мы достигаем новых званий и растем в нашем бизнесе. Поэтому важно знать эту тему, важно, как правильно сопровождать своих новичков. Так, сколько у нас в вебинарной комнате? Минуточку. Так, давайте начнем. Тема наша — важность сопровождения команды. Самое главное, что мы сегодня обсудим, это первое — знакомство. Что такое команда? Команда в сетевом маркетинге и важность ее создания, ключевые задачи при построении команды, как сделать каждого игроком команды и какие рекомендации. Так, что такое команда? Ребят, ответьте в вебинарной комнате, вот что для вас команда, как вы представляете себе команду и какую команду вы хотите иметь. Я жду от вас обратной связи, пока я буду рассказывать, что такое команда. Команда — это группа каких-то людей, которые предстоит пройти большой путь, чтобы когда-нибудь стать командой. Команда — это те люди, объединившиеся ради одной цели, ради достижения определенных целей. Совершенно верно, это единомышленники. Семья, пишут в чате. Команда подразумевает понимание, взаимодействие, помощь, ответственность. Это тоже своего рода семья людей, совершенно верно, в основе которой есть любовь, уважение и благодарность. Команду людей можно сравнить с пазлом, который дополняет друг друга и усиливает каждого, и создавая группу людей, которым нет равных, в этом их сила. То есть, что значит команда? Ваша задача: вы прошли, вы уже профессионал своего дела, вы зарегистрировали людей в свою команду, вы заинтересовали уже несколько человек, вы обязательно должны пройти этот урок и понимать для себя, что значит команда и как вы должны относиться к этой команде. То есть самое главное — это ответственно, да? Что еще важно понимать при создании команды в сетевом маркетинге? Каждый приходит делать свой бизнес, да? И каждый должен брать на себя ответственность, каким он хочет видеть этот бизнес и каким он хочет видеть свою команду. Ответственную, амбициозную, целеустремленную команду, которая всегда рядом, которая поддержит, и также каждый человек из команды станет в будущем для вас бизнес-партнером. Если вы хотите иметь такую команду, в первую очередь вам нужно быть таким, ребят, именно таким. Мне очень понравилось, как сказал Владимир Полежаев на семинаре, я много раз говорила об этом в своих вебинарах, и так как сегодня я вижу и новички у нас подключились, когда на сцене стояли бриллиантовые директора, он обратился к растущим лидерам и спросил: хотели бы вы иметь таких лидеров, бриллиантовых директоров в своей команде? И все ответили: да, хотим. Тогда он задал следующий вопрос: а вы являетесь такими лидерами, чтобы вырастить таких сильных, амбициозных людей, партнеров в своей команде? Что это значит? Сначала нам нужно работать над собой, нам нужно правильно сопроводить тех людей, которые мы подключили в свою бизнес-систему, и, соответственно, в дальнейшем вы таких же сильных, как вы сами, таких же сильных людей и вырастите. Подобное притягивает подобных, поэтому будьте такими, какими вы хотите видеть в будущем тех консультантов, которые подключатся в вашу команду. Ключевые задачи при построении команды. Каждый лидер должен выполнять две задачи. Первое — достигать поставленных целей. Второе — вести за собой команду. Очень важно ставить перед собой четкую цель. Очень важно понимать,
вы должны понимать, для чего вы пришли в этот бизнес. Следующее, вы должны понимать, ради чего вы построили команду и ради чего вы пригласили этих людей. Да? Для лидера недостаточно устанавливать свои личные рекорды, он должен также работать как член команды, добиваться рекордных успехов от всей команды. Это очень правильные слова, ребят, вдумайтесь в эти слова. Каждый следует научиться быть командным игроком и иметь искусство и практическое умение вдохновлять, заряжать, мотивировать своей позитивной энергетикой всех тех людей, которые в вашей команде. Мне бывает, что девочки-новички говорят: Ирсана, вот напишем тебе, у тебя постоянно приподнятое, хорошее настроение, у тебя прям все отлично, ты, наверное, так счастливо живешь. На самом деле у каждого человека есть и проблемы, какие-то трудности, нерешенные задачи в семье, да, это нормально, это так создал нас Всевышний, но наша задача не совмещать в одну кучу проблемы и бизнес. Бизнес у вас должен быть всегда на первом месте. Поймите, очень от вашего настроения зависит ваш бизнес. Когда даже если вам плохо, даже если у вас нет настроения, даже элементарно погода дождливая на вас повлияла не так, вы обязаны надеть маску, улыбаться и с отличным настроением общаться, сопровождать свою команду. Только так всем обеспечен результат. Ребят, это очень важно. Давайте тогда обсудим первые шаги спонсора по сопровождению новичка. Например, каждый присоединившийся сегодня на наше обучение, вы являетесь спонсором для своих людей. Если у вас пока нету новичков в команде, вы присоединились пару минут назад, допустим, да, то как вы начнете активно рекрутировать, как за вами будут зарегистрированы хотя бы один человек, поймите, этот урок для вас очень важен, и вы должны знать, какие шаги вы должны делать по сопровождению своего новичка. Первое, зарегистрировать новичка. Первый шаг, да, вы его заинтересовали, он хочет быть в вашей команде, вы отправляете ему Google форму. Почему Google форму? Потому что, когда мы отправляем просто перечень, не все присылают свои данные. Они не доверяют, они не понимают, почему надо отправлять, например, почему нужно отправлять, например, данные, серия, номер паспорта. Ребят, дайте мне обратную связь. Меня видно? Видно, отлично. И лучше создайте себе Google форму. Там вы четко пропишите, для чего нужна серия и номер паспорта. И после того, как вы отправите Google форму, поверьте, ваши новички вам отправят свои паспортные данные для регистрации. Дальше. Вы должны обязательно поздравить с успешной регистрацией именно голосом, что он успешно зарегистрировался в вашу команду. Очень важно наладить доверительные отношения, расположить к себе новичка своей харизмой. Ребят, если вы будете улыбаться, если вы будете всегда как скажем, да, вот отличным настроением, то люди к вам потянутся, люди с харизмой к ним всегда тянутся, и с ними всегда приятно общаться и иметь дальнейшее дело. Активировать личный кабинет. Вот вы его поздравили, следующий шаг, вы должны активировать. Он сам должен активировать свой личный кабинет. Почему сам? Потому что с первых дней, если он почувствует самостоятельность, если он сумеет зайти в свой личный кабинет, посмотреть, хотя бы сделать эти для вас на самом деле элементарные вещи, для него это очень даже важный шаг, понимаете? Ему это понравится, он почувствует себя командным игроком. Очень важно вы отправляете ролик, как нужно активировать личный кабинет. После активации личного кабинета вы его также поздравляете с активацией голосом обязательно и отправляете первый урок. После того, как вы отправили, да, совершенно верно, самим можно создать форму. В YouTube очень много роликов, как можно создать Google форму для
регистрация в Oriflame, посмотрите, там очень много примеров, роликов. Дальше, вы отправляете первый урок, после того, как вы отправили первый урок, вы должны также голосом сказать о важности прохождения уроков. Вы не просто так отправляете ему ссылку на первый урок, вот отправили ссылку, вы дальше говорите: смотри, вот урок, обязательно пройди, обучение у нас